рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям, благотворительный фонд Харысхал провел несколько мероприятий, направленных на правовую поддержку детям с инвалидностью. Для якутских школьников провели тренинг «Разные возможности, равные права» для лидеров старших классов школ города Якутска. Данный тренинг состоял из 3 этапов и был разделен на несколько дней. Первые 2 дня ребята прошли тренинг по пониманию инвалидности. Финальный 3-й день провел московский тренер, представитель Российской общественной организации инвалидов «Перспектива» Мария Генделева. Задача ее тренинга была познакомить школьников с Конвенцией о правах инвалидов. Мы говорили о том, что все мы разные, но права у всех одинаковые, но, к сожалению, вот в последнее время, да, конечно, мы много говорим о людях с инвалидностью, но пока, конечно, государство и вообще отношения общества меняются, да, к этой теме, но все-таки еще права людей с инвалидностью и детей с инвалидностью нарушаются. И вот планируется круглый стол, где как раз-таки ребят с инвалидностью и без будут активно участвовать. Это будет встреча с представителями власти, с чиновниками, с теми людьми, кто действительно принимает решения. И вот будут выступать ребята с инвалидностью, говорить о своих трудностях, с которыми они сталкиваются каждый день, и о методах решения этих трудностей. И я надеюсь, что все они друг друга поддержат, потому что, конечно, одному изменить эту ситуацию и сделать и доступную среду, и организовать доступное образование для всех, и изменить отношение общества к людям с инвалидностью, конечно, в одиночку все это сложно. Но мне кажется, если вот наши подростки объединят свои силы, то очень скоро все получится, и главное, что власти и те люди, которые принимают решения, обязательно их услышат. В рамках тренинга ребята не только ознакомились с правами, закрепленными в Конвенции, но и на себе ощутили ситуации, когда происходит нарушение прав людей с инвалидностью. Сегодняшний семинар, как я считаю, проходит достаточно весело. Ребята все активно участвуют, они общаются, они обогащают свои знания в той области, именно с общением с людьми с ограниченными возможностями. То есть каждый сегодня может познать, открыть для себя что-то новое в этой области, узнать, кто это, какие это люди, какие у них есть ограничения в обществе и так далее. Дело в том, что мы участвуем в этом семинаре не первый день. С понедельника по сегодняшний день мы активно ходим на тренинги, благотворительный фонд Харысхал, общаемся с ребятами, нам очень весело, и я думаю, от этого будет только одна польза. Я много ощущений таких вот новых испытала, мне очень понравилось все. До того дня, как мы пришли сюда, я ничего не знала об этом. Мне рассказали очень многое, и мне очень интересно. Мне кажется, такие семинары очень полезные. Но жалко, что не пришли именно вот эти дети, которые, хорошо, что мы отправили детей, которые в последующем расскажут своим сверстникам. Может, с ними учатся такие дети уже. Поэтому, мне кажется, такие семинары полезны и для нас, для учителей. И мне кажется, мы уже готовы работать с такими детьми. Ментальных инвалидов мы не замечаем. Вот это вот, мне кажется, очень полезно было бы для наших лидеров провести вот такие вот мероприятия. И, наверное, скорее всего, еще взаимоотношения детей.
Каждому родителю хотелось бы видеть своего ребенка уверенным в себе, активным, знающим себе цену, а родителям детей с инвалидностью тем более. И самое важное, чтобы в их самостоятельной жизни все было хорошо, чтобы с их мнением считались, уважали их, и они были равноправными членами общества, в котором живут. В региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» работает направление развития лидерства среди подростков с инвалидностью. Основные цели направления – научить детей с инвалидностью быть лидерами и заявлять о своих правах на самостоятельную жизнь, способствовать освоению детьми и подростками навыков публичного выступления, содействовать развитию у детей навыков разработки и реализации микропроектов. Основными участниками этого направления являются школьники в возрасте от 11 до 17 лет с различными видами инвалидности. Не так давно в Якутске состоялся тренинг именно для таких подростков. Участниками стали ученики 35-й школы, коррекционной школы для слабовидящих и слабослышащих, а также коррекционной школы для глухих детей. Несмотря на то, что на тренинг было выделено не так много времени, подростки смогли раскрыть себя по-новому и, конечно же, проявить свои знания и умения. Я проводила тренинг для подростков с инвалидностью. Там были ребята с разной инвалидностью, и неслышащие, и ребята, которые передвигаются на колясках, и были ребята с особенностями зрения, и с другой инвалидностью. И это был именно тренинг по развитию лидерства, лидерских качеств. Очень много было занятий, упражнений, игровых тренингов. Они работали и в команде, и объединялись в малые группы, и делали портрет хорошего лидера. Было очень много таких заданий, где они действительно могли показать свои лидерские качества. Итогом проводимых тренингов стал круглый стол «Дети с инвалидностью за равные права», цель которого свести детей с инвалидностью с представителями законодательной и исполнительной власти и образовательных учреждений. Главными участниками были сами дети. Основные темы, поднятые на круглом столе, стали нарушения прав детей с инвалидностью, такие как доступное посещение общеобразовательных школ и получение высшего образования после школы. У меня есть две подруги, которые окончили нашу школу с проблемами зрения, но они как бы видят более-менее хорошо. Они поступили на учителей начальных классов и постоянно говорят, что им лучше уйти, найти как бы другое место. Но они как бы хотят работать с детьми. Домашнее обучение дает не только знания, а живого общения с одноклассниками я не знаю. У меня, к сожалению, нет возможности ездить на общие школьные мероприятия. Но мне очень помогает пение, я с детства пою, из-за этого у меня появились друзья. Во-первых, это строительство школы, 35-й школы. И, например, продвижение например, когда построят новую школу, надо же тут как-то транспортные средства надо выделять. Также на круглом столе выступила ученица 6 класса 17-й школы Айта Левина, которая провела научное исследование в своей школе среди сверстников, тема которого стала «Как вы относитесь к людям с инвалидностью?». Идея провести подобное исследование появилась у Айты после проведения в ее школе уроков доброты. После выступления всех школьников началось обсуждение затронутых тем, где представители ведомств отвечали на вопросы выступающих и предлагали пути решения поднятых проблем. Спасибо
вот нашим партнерам региональной общественной организации «Инвалидов перспектива», да, что поделились таким опытом проведения таких мероприятий, да, и спасибо, конечно, Министерству юстиции, что они вот координируют и проводят ряд мероприятий, да, и, конечно же, и то, что права детей с инвалидностью тоже озвучены вот в рамках данных мероприятий, да. Подняты очень большие проблемы, подняты темы такие очень глобальные, крупные, и мы сейчас детально уже разбросим, как говорится, которые можно решить прямо сейчас и сегодня, которые можно уже будировать на уровне общественной палаты. Вот. Это был, наверное, первый опыт в Якутии, когда сами дети выступали и говорили о своих трудностях, говорили о способах решения, предлагали свои идеи. Это был такой диалог между детьми и представителями власти. И мне кажется, что он прошел очень успешно. И власти услышали детей, и уже есть какие-то ответы на поставленные вопросы, и причем даже уже договорились создать следующий круглый стол, организовать по разным темам, сделать более предметно и более глубоко копнуть, потому что действительно дети подняли очень важные вопросы. Это были вопросы, связанные с образованием, с поступлением в вузы, потому что, к сожалению, после окончания интернатов и спецшкол дети понимают, что им идти некуда. Были поставлены вопросы касаемо доступной среды, универсального дизайна. То есть не всегда, да, ребенок, если даже и готов, не всегда он может дойти в эту школу или в этот вуз. То есть было представлено разные идеи решения этих проблем, и власти заинтересовались. Таким образом, проведение данного круглого стола позволило участникам, взрослым, под другим углом посмотреть на проблемы и нарушения прав детей с инвалидностью и взяться за решение поднятых проблем. Объявляем о проведении первой благотворительной ярмарки добра «Краски жизни», которая состоится 20 и 21 декабря. Ведется прием заявок на участие от некоммерческих и коммерческих организаций и частных лиц. На ярмарке можно будет приобрести необычные подарки к Новому году, сделанные детскими руками. В рамках ярмарки пройдут различные мастер-классы по изготовлению подарочных подделок. Заявки принимаются до 10 декабря. Подробности на сайте добросаха.ру и по телефонам 40 20 68 40 20 69. Стань частью большой семьи благотворительного фонда Харысхал. Заполни анкету на сайте fondharyskhal.ru или по адресу город Якутск, улица Пушкина, 31, кабинет номер 7. И вы всегда будете в курсе всех тренингов, семинаров и проектов Харысхала. Сможете получать бесплатные консультации юриста, психолога и других специалистов. А на Новый год вас ждет подарок от благотворительного фонда Харысхал. Все подробности по телефонам 40 20 68 40 20 69.